Жизнь прожить, не поле перейти. В этих словах есть нечто глубоко философское. Все зависит от того, кто и как смотрит на эти вещи в жизни. Как считает герой этого телеочерка, если ты в этой жизни случайный прохожий, в тебе ничто не колыхнется и не оставит след. Но если ты видишь, что поле – это не мифическое, а реальное, от него зависят устроенность и благополучие не только твое, но и твоих друзей, товарищей, с кем ты связан общими идеями, замыслами. Поле это становится миром личностных интересов, местом бесконечных трудов и ожиданий. Мне вот кажется, что я вообще-то счастливый человек. Почему? Потому что на моем пути рядом со мной всегда оказывались люди хорошие, добрые, хорошие. И, по крайней мере, мне кажется, все они были лучше меня. Поэтому я очень благодарен им. Благодарен. Значит, так, если я что-то и добился, что-то имею, то это благодаря именно им. Лианов Умалат Махшарипович – заслуженный инженер-механик РСФСР, заместитель председателя экономического совета при главе Ингушетии. Интересный собеседник и просто замечательный человек. Еще одно открытие я сделал для себя. Если хочешь жить, надо действовать. Надо быть постоянно чем-то занят. Значит, и, во-первых, в собственных глазах ты начинаешь давать себе хорошую оценку, значит, да и это продлевает жизнь, и жизнь становится интереснее. Умалат Махшарипович Лианов родился 1 апреля в 1932 году в Назрани в большой и дружной семье. Отец Махшарип Таркович был очень образованным человеком. Для детей он был и отцом, и наставником, помогал детям в учебе. Мать Дугурхан Гирисхановна была из простой ингушской семьи. Супруги Лиановы воспитали в дружбе и согласии 6 детей, и Умалат Махшарипович был старшим. Отец мой являлся интеллигентом первого поколения, имеется в виду ингушской интеллигенции. После окончания Ажинкизовского педучилища или педтехникума, это была единственная наша национальная академия, да, которую закончил и Базоркин, и Азиев. Он закончил ее в 1929 году и стал педагогом. 6 лет возглавлял район в Пригородном районе. Значит, ну, по существу был один из образованных людей того времени. Но мать была из простой крестьянской семьи, значит, так. Но, тем не менее, у них сложился хороший союз. И они воспитали, значит, так, 6 человек детей. В жизни у Умалата Махшариповича ничего не происходило случайно. Все и всегда имело свой смысл, и ничего не давалось ему легко. Его детство и юность совпали с тяжелыми годами депортации нашего народа. О трудной поре того времени Умалат Лианов, как и любой ингуш, перенесший тяготы переселения, помнит хорошо. Вот в возрасте, где-то мне было 13 лет, этот день ссылки. Я его хорошо помню. И даже, до этого, день начала войны. Хорошо помню, мне было 10 лет. Помню даже, где я находился с ребятами, значит, так, и услышал эту в то время очень такую страшную новость. Значит, так, ну, понятно, какие она потом имела последствия. На 18-й сутки, находясь в дороге, как мы прибыли к месту, значит, ссылки. Это было, по-моему, где-то 17, кажется, марта. Это была станция Старая Макинка, Кокштавская область. Это тоже запомнилось. Запомнились вот эти вот первые невзгоды, холод, голод, ну, лишение. Значит, но, тем не менее, хорошо запомнилось и то, как смогли мы, значит, переселенцы или ссыльные, мобилизоваться. Вот когда однажды у меня журналист спрашивает, а какой все-таки самая такая отличительная, положительная черта у ингушей?
Я сразу не нашелся даже, что сказать. Я говорю, приходи завтра, я тебе скажу. Ну, я начал перебирать. И установил, что самая тяжелая, самая, значит, так, положительная черта, значит, это в экстремальных условиях ингуши объединяются. Хотя многие говорят, что с голодом много людей умерло. Это не совсем так. Если даже где было 2-3 семьи ингушской, если кто-то голодал, старики выходили и собирали, кто картошку даст, кто там, значит, там немного зерна даст, не давали умереть. В Казахстане, в селе Дмитриевка, наш герой окончил среднюю школу, которая была в 7 километрах от его дома. Ежедневно преодолевая расстояние в 14 километров, он не пропустил ни дня учебы в школе. Его усердию и целеустремленности мог позавидовать каждый. Умалат Махшарипович, как и многие молодые ребята того времени, окончившие среднюю школу в ссылке, не могли в большинстве своем выезжать в города, где были вузы, из-за комендантского режима. Если кому-то и удавалось получить разрешение на выезд, то их ждали другие препятствия, особенно в выборе специальности. Запомнилось главное, значит, так, что редко кому удавалось поступить в институт, техникум, редко. Вот я случайно, вот стоит фотография, значит, за 13 лет высшее образование получили, я их поименно помню, где-то 98 человек среди чеченцев и ингушей. Самый большой удар вот был нанесен по образовательному цензу. В 1952 году, несмотря на хорошие оценки на вступительных экзаменах, он не был зачислен в студенты вуза, а аргумент – нет места для проживания в общежитии института. Было ясно, что все это было не более чем отговорка, чтобы отказать. Все обращения Умалата Махшариповича в ЦК Компартии и в ЦК Комсомола Казахстана результатов не дали. И тогда наш герой пошел на беспрецедентный для того времени шаг. Все эти события происходили при жизни Сталина, а вторым лицом в партии тогда был Маленков. Умалат, все обдумав, написал письмо. У меня отнимают право на учебу. Из меня хотят воспитать врага этого строя. Я им буду, если вы не дадите мне возможность получить образование. Это был крик отчаявшегося от проявленной к нему несправедливости молодого человека, и он отправил его заказным письмом с уведомлением на имя Маленкова. Умалат Лианов стал ждать ответа, и он пришел от Джуматова, директора института, который и принял абитуриентов в своем кабинете. На столе лежала папка с его делом. Джуматов извинился за ошибку, допущенную приемной комиссией, и зачислил его в студенты. Я вам скажу еще такую вещь. Нам постепенно приходилось завоевывать свое право, завоевывать. Но без интеллигенции этого не сделаешь. Значит, так. Потому что в основном все вопросы такого плана, они решались немножко выше, значит, поэтому приходилось сталкиваться часто. Когда нас мало, а других больше, то, конечно, это чувство, видно было наша ущербность. Для спецпереселенцев, каковым и считался ингушский народ, и не только, были закрыты многие аудитории вузов. В институте им можно было учиться на агронома, учителя или работника лесного хозяйства, но нельзя было иметь диплом юриста, инженера или геолога. Такое было негласное указание. Так произошло и с нашим героем. Он еще с раннего детства мечтал посвятить себя изучению недр Земли, области науки и техники, охватывающей процессы получения металлов из руд, а также процессы, связанные с изменением химического состава металлических сплавов. Но судьба распорядилась иначе. Я, будучи еще мальчиком, молодым, мечтал быть инженером-металлургом или машиностроителем. Значит, так, мечтал. И много... С детства я увлекался чтением, я много читал, значит, будучи юношей, литературу о инженерах, так, об этой технической интеллигенции. Была такая книга «Шлак», «Сталь и шлак». Вот. Там хорошо были выведены эти образы инженеров. Я закончил среднюю школу и сходу пошел в горно-металлургический институт поступать на факультет металлургический.
Но меня как спецспециалиста, конечно, не приняли. Сказали, очень просто объяснили, что студенты этого вуза, а он был такой полувоенизированный, проходят практику в закрытых там объектах и так далее, а вы, мол, не будете иметь доступ, и мы вас не можем принять. И я потом взял и пошел в ближайший институт, ближайший институт, это в Алмате, был сельхоз. Ну, я, пришел туда, ну, думаю, наверное, это немного родственно тому, что я хотел, это факультет механизации. И я поступил и кончил его. Специальность инженер-механик считается названием целой группы специальностей. Человек этой профессии осуществляет организацию ремонта и технического обслуживания самых сложных аппаратов, двигателей и механизмов. Главной его обязанностью является поддержание сложных конструкций и двигателей в состоянии годности. Обязанности инженера-механика можно сравнить с самыми сложнейшими профессиями. Их 27 человек, вот на этом фотографии. Это чеченцы, ингуши, обучающиеся в Алмате. Вот я говорил вам, что не более 100 человек их кончило, вот они. Вот из них в последующем вышли крупные деятели, значит, министры, ученые. Значит, кого не возьми имя, вот Цуров сидит, значит, ученый, к сожалению, их уже половина нет в живых, да? Ну, ученые, оставившие большой след. Вот Арсанов Ахмед Владимирович, значит, так. Ну, он еще живой, он тоже бывший, значит, заместитель министра сельского хозяйства. Вот она плеяда, с чего мы начинали строить Чечено-Ингушскую республику. Уровень образованности среди репрессированных народов оказался в 50 раз ниже среднего показателя по стране. Такая ситуация не могла не сказаться на судьбе ингушей, что в конечном счете и проявилось наглядно с наступлением хрущевской оттепели, когда было снято клеймо с депортированного народа и были восстановлены права пострадавших. Многие говорят, значит, так вот, ссылки, значит, то было, это было. Да, были трудности, но самый страшный удар именно здесь был нанесен. И когда мы вернулись, значит, некого было, значит, так сказать, назначать на ту или другую должность, где требовалось образование, специальность там, и так далее. Там. На всего, я говорю, чеченцами, ингушами было всего 100 человек. Значит, И поэтому сюда, в Чечено-Ингушетию, направляли, значит, выпускников совпартшкол. Они становились председателем сельсовета, руководителем колхозов, совхозов и так далее. И это длилось, пока мы не уравнялись по качеству образования лет 25. Вот 25 лет спустя мы начали уравниваться. То есть у нас появилась новая поросль интеллигенции. Значит, постепенно мы начали эти ниши, которые по праву должны были заполнить мы. Ведь это все происходило на моих глазах. В возрожденной Чечено-Ингушетии не хватало национальных кадров. На первых порах их от силы насчитывалось не более сотни специалистов с высшим образованием. Да и те не могли претендовать на руководящие места в управленческом аппарате республики. Объяснялось это нежеланием местных номенклатур уступать места вновь прибывшим. В городе Грозном лет 15 не было ни чеченцев, ни ингуша, значит, в руководящих постах даже третьего плана. Я имею в виду районные, райкомы, райисполкомы, министерства, ведомства. И вот нам пришлось заново, значит, отстаивать свои права. Но мы это тоже смогли сделать. В целом, судьба была благосклонна к Умалату Махшариповичу. С того дня, когда он, выпускник Алматинского сельскохозяйственного института с дипломом в кармане, после возвращения на родину явился в совхоз Назрановский в 1957 году. Ему доверили руководить машино-тракторным парком вместе с мастерскими, а спустя некоторое время и всем многоотраслевым хозяйством, где ни одной пашни не было более 15 тысяч гектаров. Продвижение по службе шло удачно. Эта работа оказалась очень интересной. Очень интересная. Вот я 5 лет проработал главным инженером большого совхоза.
Тогда, то есть из более полрайона относилось к этому совхозу. Потом стал директором этого же совхоза. В Назране, да? Да, Назрановского совхоза. И очень просил оставить меня на этой должности. Поэтому что я даже по сегодняшний день считаю, что это была самая интересная работа для меня, потому что, будучи директором, я сам делал и сам отвечал. А когда по мере того, как ты растешь, то приходится тебе отвечать и за то, что делают твои подчиненные. Да? А это сложно, Ну, я 3 года отработал и до сих пор с удовольствием вспоминаю это время и этих людей, которые со мной тогда работали. В течение 6 лет проработал начальником Назрановского районного производственного управления. С 1972 занимал должность первого заместителя министра сельского хозяйства Чечено-Ингушской АССР. Это, пожалуй, самый такой длительный период в моей жизни, и самый сложный, и самый ответственный, и самый интересный. Значит, дело в том, что Министерство сельского хозяйства ЧСР – это самое, значит, такое крупное ведомство, крупное. В него входило 450 предприятий, организаций, учреждений. Аппарат сам состоял из 200 человек. Значит, да. Министр сельского хозяйства, как правило, был первым заместителем председателя правительства, то есть Совета министров. Поэтому первому заму в основном приходилось это тянуть. И вот там, значит, вот прошел я очень хорошую школу, и меня воспитывали мои подчиненные. Все знать невозможно. Значит, а вот надо уметь и учиться у своих подчиненных. Я это и делал. Вот я благодаря им, я вот вначале сказал, меня всегда, значит, сопровождали хорошие люди. У меня, значит, был такой костяк асов в этих различных направлениях. Вот я у них учился. Я поработал на этой должности 22 года, и со мной поработало 10 министров. Значит, и все они в основном, конечно, ушли в рост. Ну, а я оставался там, хотя трижды мне было предложено, но я уже, значит, не хотел уже. Мне эта работа нравилась. Когда же ингуши обрели самостоятельность, Ингушетия стала одним из субъектов Российской Федерации. Умалат Махшарипович взял на свои плечи груз руководителя Министерства финансов молодой республики. Я это все рассказываю, потому что на гребне всех этих событий, вот такие, как я, мы находились, значит, видели это все под большим углом. Значит, так. И создали республику. А вы понимаете, когда ее создали, стартового капитала было 0. Инфраструктура, значит, была, ну, социально-экономического толка, это на уровне районов. Регионального масштаба ни одного объекта не было. По паритету то, что мы должны были, значит, хотя бы получить, размежевываясь с чеченцами, хотя бы ту часть немного, значит, так, для того, чтобы иметь стартовый капитал, как говорят, это тоже не удалось. Да и если даже кто и захотел бы, тогда это было бы невозможно сделать. В жизни у Умалата Махшариповича были и победы, и неудачи. Ничего не давалось просто так. Ведь жизнь – это борьба, а наш герой – это борец. И результатом его борьбы был успех практически во всех его начинаниях. У него всегда были и есть редкие способности, необходимые для руководителя. Предвидеть, анализировать, делать выводы, что в конечном итоге всегда реализовывалось в конкретном деле. Мы на всех уровнях говорили: дайте нам самостоятельность, дайте нам развивать свою республику. Ну, дали. А дальше-то ответственность опять на нас. Значит, да. И постепенно начали выруливать. Я вам должен сказать, за эти 22 года многое мы преуспели, сделали. Даже одно то, что в России за это время не добавилось ни одного города. Ни одного города. Значит, даже то, что были, постепенно начали разрушаться, особенно моногорода. А мы сумели город построить. Это
прецедент единственный, что в России построен новый город, это наша столица. Много запоминающихся моментов было в жизни нашего героя. В начале 80-х годов он был с визитом во Вьетнаме, где был восхищен гостеприимством и культурой народа, проживающего там. Где-то в начале 80-х годов прошлого столетия, как говорят, тогда были в моде создание совместных предприятий с другими государствами. И вот мне удалось возглавить такую делегацию по созданию советско-вьетнамского предприятия по производству кофе, чая и каучука. Значит. И вот мне посчастливилось быть в Сайгоне, или сейчас его называют городом Хошимин. Это большой город, где проживает где-то более 2 миллионов человек. Это самобытный такой город, порт. И вот это совсем другой мир. Совсем другой мир. И как раз были очень свежи последствия войны. Я видел своими глазами выжженные поля, значит, где никакой растительности не было, никакой. Были сохранены, мы видели катакомбы, значит, где обычно прятались вьетнамцы, и остальные последствия. Чем мне запомнилась эта поездка? Во-первых, это тропики. Там круглый год что-нибудь дорастет. Значит, так. Ну, сам народ весьма аккуратный, чистоплотный и очень трудолюбивый. Мы, наша делегация, по настоянию нашей делегации, мы, значит, попросили посмотреть, а где происходили бои, значит, где бесчинствовали, значит, так, американцы. Значит, и где-то 300 километров мы углубились вглубь, значит, в тайгу, и потом опять. Значит, там изумительная, конечно, природа. Значит, и увидели воочию, значит, там, в каких условиях, значит, так, явно неравных, конечно, имея примитивные, значит, оружие в руках, как они противостояли вот именно американской военной машине. И вот такое тягостное впечатление, значит, о последствиях, значит, так, этой войны мы оттуда вынесли. И самое главное, какие могут быть ужасные, жестокие последствия любой войны. Значит, так. И у нас завязалась с ними дружба, переписка. Они часто приезжали к нам. Значит, так. Мы к ним, я вот говорю, одну делегацию я возглавил. Значит, так. И хороший, значит, по поводу народа самого, у меня остались очень хорошие впечатления, очень хорошие. У них хорошо растет кофе, чай, и у них растительный каучук, деревья, значит, там, откуда собирается прямо по капельке каучук, растительный каучук, не химический, который идет на изготовление резиновых изделий высокого качества. Значит, да. Туда мы летели 17 часов. Несмотря на большое количество прожитых лет, ничего не забывается. Не дает и забыть о себе один очень важный эпизод. Случилось это в смутное время, в период, когда решался вопрос, быть или не быть СССР как единой державе. Народ, пострадавший в те годы от репрессий, требовал очищения себя от незаслуженной клеветы. Они желали войти в историю без пятен и скверны. Вопрос этот решался в Верховном Совете РСФСР, но под надуманным предлогом был заблокирован. Такое отношение руководства страны к их судьбе
репрессированные народы не устроило. И чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, было решено отправить в Москву группу представителей из чеченцев-ингушей во главе с председателем Совета министров Чечено-Ингушской СССР Сергеем Мажитовичем Бековым. Это было тяжелое время, тяжелое. Значит, ну, а этому, конечно, предшествовали многие события. Значит, мы как отстаивали права, значит, на организацию, значит, своей республики, а до этого, значит, так, вот это тоже веха, я должен вам сказать, веха, это принятие закона о реабилитации репрессированных народов. Значит, так, это 91 год, да. Я тоже принимал участие в этом. Спустя некоторое время делегаты узнают, что в Москве находится известный на всю страну своим человеколюбием и гуманизмом академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. Они решили навестить его и попросили написать обращение к сессии Верховного Совета Российской Федерации. Академик, в свою очередь, узнав о причине визита в столицу столь представительной делегации, тут же написал текст обращения от руки, где Умалат Лианов запомнил последние строки. Восстановление чести и достоинства репрессированных народов – дело чести народных избранников России. Когда, будучи молодым человеком, он оказался в Соловках, в лагере, и там, значит, было давление со стороны урок, жуликов, урок, или как называть. Вот тогда этого молодого человека защитили войнахи, которые тоже были в этом лагере. Значит, вот он поэтому сказал: я в неоплатном долгу перед вами, я это с большим удовольствием делаю. Умалат Махшарипович – личность разносторонняя, но десятилетия работы в сельскохозяйственной отрасли приучили его к тому, что в деяниях человека издревле голова всему хлеб, ибо хлеб – это жизнь. В агропромышленном комплексе, пожалуй, мы самые уязвимые, значит, из всех регионов России. Надо дальше, значит, самоутверждаться. Раз я позволю, чтобы у меня забрали 5 гектаров лесов, которые падают на меня. В России 5 гектаров лесов падает на одного человека. Гектар земли падает. И многое другое. Самая богатая страна. Богатая. Значит, вот нам надо правильные позиции занять. И в отношении своей малой родины, и в отношении нашей великой России. Вот тогда мы будем непобедимы. То, что делает и предлагает Умалат Махшарипович, иному, ничего не сделавшему во благо людей, может показаться пустым препровождением времени. Лианов Умалат Махшарипович и его единомышленники востребованы нынешним раскладом жизни. Не случайно, что именно он оказался в непростое время в созданном при нем экономическом совете, возглавляемом Умалатом Махшариповичем. Этот институт, экономический совет при руководителе регионов, пожалуй, он был впервые создан в России у нас. Значит, этот экономический совет, мы сами проявили такую инициативу, это в 2009 году, пошли к президенту тогда, и ему предложили. Были, значит, так, и пенсионеры, и так далее, грамотные, образованные, толковые аналитики. И мы предложили: давайте мы сделаем совет вам, помощь вам. Будем отрабатывать, давать оценку, экспертную оценку, значит, помогать вам в выработке тех или других решений. И он поддержал нас. И вышел 11 ноября 2009 года указ президента о создании вот такого института, то есть совета. За всю свою трудовую деятельность наш герой был не один раз удостоен наград. Я вот всегда говорю, оказывается, надо быть волонтером для того, чтобы свободно можно было высказывать свою мысль, не обремененный ничем. Вот мы волонтеры, мы поэтому смело говорим, как мы думаем, как должно быть и так далее. И многое это воспринимается правильно, положительно. Вот и сегодня у Умалата Махшариповича прекрасная семья, супруга Фатима Алиева-Лианова и 2 детей, сын Тимур и дочь Лейла. Сын работает инженером фирмы.
Значит, девочки учатся в институтах. Ну, правда, внук, значит, во 2 класс пришел. Дэнни. Вот они приехали вместе с внуком, девочки, правда, там. Дочь тоже там же находится, она постарше, там же находится. Тоже в этом же, в Дрездене они, значит, тоже там. А я вот нахожусь тут со своей женой. Правда, первая жена у меня умерла, а вот сейчас, значит, у меня 2 жена. И на удивление, значит, я опять-таки подчеркиваю, я счастливый человек. Опять мне встретился человек, который мне во всех отношениях, и по душе, и хороший товарищ, хорошая жена. Вот так вот. Ее зовут Фатима. Пользуясь случаем, мы задали пару вопросов нашему герою о перспективе развития нашей республики сегодня, на что получили очень грамотный и весомый ответ. Это и самый важный, актуальный, тяжелый вопрос. Я вот коснулся как-то, что у нас до сих пор не создана соответствующая сфера жизнедеятельности. А все заключается в этом. Значит, так, от занятости людей зависит все. Все. И социальная сфера. Социальная сфера, она затратная. Для того, чтобы ее содержать, надо иметь сильную экономику. А сильная экономика – это полноценный бюджет и так далее. Вот те темпы, которые мы набрали, их, конечно, недостаточно. Очень недостаточно. Вот экономический совет посчитал, и для того, чтобы как-то по этим качествам, по качеству жизни там, и так далее, уравняться со среднероссийскими показателями, это надо не менее 10 лет. Постепенно, упорно трудиться и в основном создавать промышленные отрасли. Только за счет промышленных отраслей мы можем занять людей. Потому что агропромышленный комплекс там дозируется, значит, так, на больше, чем, понимаете, сейчас есть, вряд ли что удастся, тем более, что планируются интенсивные технологии. Они предполагают еще высвобождение, значит, так, рабочей силы. Социальная сфера тоже, она не особенно займет, значит, да. А вот развивать надо промышленность. Качество обучения надо поднимать. Сейчас у нас большой дефицит рабочих кадров, рабочих. Значит, раньше этому вопросу уделялось очень серьезное внимание. Было целое такое ведомство, значит, профтехобразования. Готовили рабочие кадры. А сейчас вот 2-3 и все. Вот в этом, в конце концов, упрется и в эту проблему. Поэтому это одна из таких проблем, которые непременно надо решать. Если даже мы создадим рабочие места, а если будет некому работать. Поэтому параллельно с созданием вот сферы жизнедеятельности обязательно надо заняться подготовкой кадров. 1 апреля Умалату Машариповичу Лианову исполняется 84 года. Мы, в свою очередь, хотим пожелать ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и счастья. Мы благодарим вас за вашу жизненную мудрость и душевную щедрость. Пусть ваше сердце будет согрето заботой близких и родных. Самое ценное, это в любом обществе, наверное, самое ценное, это правильные, твердые и последовательные гражданские позиции. Значит, так. К сожалению, мы это вот качество постепенно начали терять. Значит, вот надо, чтобы каждый из нас, значит, занял бы эту твердую позицию, если мы хотим победить, выжить и дальше развиваться. Вот это самое главное. Это, конечно, не так просто, тем более сейчас. Раньше это несколько было проще. Там горела звезда, и мы, так сказать,
имели, значит, направление, ориентир, вояк. Сейчас несколько все изменилось. И политический режим изменился, и экономический режим изменился. Да. Сейчас это несколько стало сложнее, и, к сожалению, приоритетом у многих стал желтый дьявол. Желтый дьявол. А он всегда сопровождается не так хорошо. Вот нам надо для того, чтобы нам самоутвердиться, а ведь в мире с такой площадью и с такой численностью много государств, самостоятельных государств. Но слава Богу, что мы в составе России. Слава Богу.